Коми на 14% сократилось количество малоимущих. Все благодаря социальному контракту. Данные озвучили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты республики. 3 года назад Коми стала пилотной площадкой проекта. Сегодня наш регион показывает хорошую статистику. Виктория Палкина на конкретных примерах объясняет, как работает соцконтракт. У нас будет открываться парикмахерская. Вот в данный момент только у меня сейчас стул и зеркало. Но сейчас скоро тоже будет и мойка, краски. И также удобно будет, уютно в нашем помещении. Смотреть смело в будущее и думать о том, как развивать бизнес. Еще недавно для Светланы Саркисян это было мечтой. Сегодня она владеет небольшим салоном красоты в местечке Сосновая Поляна. Для местных красавиц эта бьюти-точка стала палочкой-выручалочкой. Теперь не надо далеко ездить, чтобы привести себя в порядок. А для многодетной семьи свое дело принесло стабильный доход. На своем участке построили вот этот мини-помещение. Чисто хотелось построить только кабинет маникюрный, но получилась еще отдельная комната для парикмахерской. Удобно, что у меня годовалый еще ребенок. В данный момент он у меня спит, например, да, я иду работать. Как бы я всегда рядом, возле детей, и я могу также и обеспечить свою семью, и ипотеку закрыть, как сейчас в наше время многие в ипотеке живут. Реализовать бизнес-идею Сыктывкарке помог социальный контракт. Всего же в этом году в Коми, благодаря этой мере поддержки, свое дело открыли 350 жителей. Социальный контракт сегодня – это 4 основных направления. Самое востребованное как раз индивидуальная предпринимательская деятельность. А еще ведение личного подсобного хозяйства, поиск работы и преодоление сложной жизненной ситуации. Уникальный образовательный проект Елены Федоровой позволил обычным сельским школьникам научиться играть на гитаре. Сегодня она арендовала небольшое помещение, закупила инструменты, а главное, дала детям возможность раскрыть свои музыкальные таланты. Таких смелых сельчан со своими бизнес-проектами только в 2022 было 58 человек в Сыктывдинском районе. Участников социального контракта не отправляют в свободное плавание. После получения денег на развитие помогают, контролируют. Проверка у нас идет спустя 12 месяцев. Контракт заключается, потому что на 12 месяцев. И по истечении этого срока, еще в течение 12 месяцев, мы проводим оценку и мониторинг выполнения социального контракта. Что самое главное для нас? Самое главное для нас, чтобы человек оставался самозанятым или чтобы он занимался индивидуальной деятельностью. И второе – это чтобы его деятельность развивалась, чтобы предприятие или то, что он организовал, не закрылось. В этом году в республике по 4 направлениям уже заключили 2670 социальных контрактов. Это реальный рабочий механизм, который помогает людям с низким доходом начать новую жизнь, говорят в профильном ведомстве. Если малообеспеченных граждан становится меньше, то это и есть самый главный результат социального контракта. Люди постепенно перестают быть малообеспеченными. Да, не каждый участник соцконтракта перестает быть малообеспеченным и не приходит к нам вновь. Но если половина из этих участников к нам больше не приходят, это означает, что от 1000 до 1500 человек ежегодно, благодаря социальному контракту, выходят из бедности. В ведомстве добавили, что в 2022 году на финансирование программы социального контракта из бюджета направлено более 200 миллионов рублей. Виктория Палкина, Иван Богомолов, Эдуард Фомичев, телеканал Юрган.